Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт, и стороны обсудили закрытие миссии ОБСЕ на неподконтрольной Украине участке госграницы с Россией. Кулеба назвал решение России о закрытии миссии наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска сознательным шагом для разрушения минских договоренностей, поскольку 4-й пункт Минска предусматривает постоянный мониторинг государственной границы наблюдателями ОБСЕ. Подробнее в его цитаті. Міністр переконаний, що Росія завадила присутності спостерігачів ОБСЄ на кордоні для того, щоб з ще більшою зухвалістю постачати на тимчасово окуповані території в Луганській та Донецькій областях зброю, боєприпаси та найманців і надалі підживлювати збройний конфлікт. На возможной встрече президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским российская сторона хочет добиться отмены санкций и навязать Киеву прямой диалог с представителями так называемых Донецко-Луганских народных республик. Кремль давно уже направил Украине проект возможных решений двустороннего саммита. Об этом говорится в пропагандистском российском издании «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. Давайте послушаем их цитату. Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи господ Путина и Зеленского. Всего в списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений. В Кремле считают, что на встрече можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц. Кроме того, Россия исходит из того, что два лидера могли бы принять решение о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами, а также договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года. С нами сейчас на прямой связи российский политический деятель и оппозиционер Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Да. На ваш взгляд, какова вероятность того, что такая встреча двух президентов России и Украины в ближайшей перспективе может состояться, учитывая, что с двух сторон мы слышим взаимоисключающие позиции и заявления? Я думаю, что эта встреча маловероятна. Я не знаю, что хочет президент Украины, вам виднее. Что касается нашего президента, то он, очевидно, не хочет встречаться с Зеленским, и по понятным причинам. Дело в том, что встреча с Зеленским означает, что он признает Зеленского равным себе. А он не хочет его признавать равным себе. Он не хочет признавать Украину независимой страной. Он хочет рассматривать Украину как мятежного вассала, которого надо как-то подавить, успокоить и так далее. Он готов говорить о проблемах Украины с Соединенными Штатами, с Германией, с Францией, но не с самой Украиной. Поэтому я думаю, что этого не будет. Но кроме того, Владимиру Владимировичу Путину, как мне кажется, совершенно не нужно, чтобы в Украине был мир, спокойствие там и так далее. Мне кажется, что его, к сожалению, для нас, и для Украины, разумеется, к сожалению, его вполне устраивает та ситуация, которая есть сейчас. Ну, если мы говорим о встрече тет-а-тет, которая не может состояться, то может ли состояться встреча в нормандском формате? Ведь такая уже встреча была в 2019 году. Да, это, мне кажется, вполне возможно. И здесь, вряд ли она чувствуется. Вообще, понимаете, в чем дело? Вот когда... Проблема в чем? Проблема в том, что Украина хочет решить существующие проблемы. Я не знаю, как там, справедливо, несправедливо, это судить гражданам Украины, а не мне. Но совершенно очевидно, что президенту Зеленскому, Верховной Раде, гражданам Украины надо решить это, надо решить проблему, надо выйти из кризиса, надо перейти к нормальной жизни и так далее. Мне кажется, что руководство России не хочет решать эту проблему, понимаете? И поэтому, когда им предлагают какие-то варианты, пусть даже выгодные варианты, они их будут саботировать, забалтывать там и так далее. Потому что самое хорошее для руководства нашей страны — это чтобы тлел вот этот огонь на Донбассе, чтобы была такая нестабильность во многом, ну и прочее, чтобы был статус-кво.
То есть, в принципе, никакая встреча сейчас, какой бы она ни была, в каком формате бы эта встреча не состоялась, тет-а-тет, либо в нормандском формате, она не будет эффективной вообще. Я не вижу возможности. Я не вижу возможности договоренности. Понимаете? Именно потому, что вот та ситуация, которая сейчас полностью устраивает одну из сторон, а именно Российскую Федерацию. Это вот то, что нам. Потому что пока в Украине происходит то, что происходит, в НАТО вы вряд ли вступите. Понимаете, маловероятно. Все-таки, пока не так. Это очень сильный фактор, осложняющий шансы, снижающий шансы на вступление в НАТО, в Евросоюз там, и так далее. Руководство Украины, Зеленский, не Зеленский, неважно, кто там будет дальше, у вас же не вечный президент, у вас он меняется. Вот. Но любой президент Украины, у него будут связаны руки вот этой ситуации. Понимаете, это как во время войны там, часть дивизии надо держать вот здесь, да, вы не можете их использовать, потому что у вас они связаны там. Вот поэтому я не вижу желания с нашей стороны. Это самое главное. Но, тем не менее, мы видим, как Путин все же повышает ставки. С одной стороны, он отказывается продлевать мандат миссии ОБСЕ на неподконтрольных территориях Донбасса. Мы видим массовую паспортизацию жителей Донбасса и привлечение их на выборы в Государственную Думу России. Мы видим такие довольно враждебные заявления из уст Александра Лукашенко. Очевидно, он говорит устами Путина и уже планирует размещать на украино-белорусских границах российские зенитно-ракетные комплексы и так далее. То есть Путин к чему-то готовится? Зачем это повышение ставок? Чего он пытается добиться? Вы знаете, я думаю, что всегда готовится ко всему. То есть, конечно, есть люди, которые считают, что нужна эскалация, что нужно там пойти там, освобождать Киев, ну, в коем случае Харьков, там, ну и так далее. Да? Такие люди, конечно, в руководстве Российской Федерации есть, и они как-то к этому готовятся. Да? Есть люди, которые считают, что этого делать не надо. То есть, знаете, подготовка всегда идет про все сразу. Да? И не надо делать таких уж скоропалительных выводов. Что касается Лукашенко, то, понимаете, во-первых, Лукашенко говорит голосом Путина, или уже у него просто совсем крыша уехала, он вообще неизвестно, что говорит. Судя по некоторым его действиям, второе более правильно. Да? Вот. А кроме того, конечно, был бы я там, гражданином Украины, или тем более украинским там, не знаю, депутатом или там, министром или еще кем-то, я бы, конечно, рассматривал украинско-белорусскую границу точно так же, как украинско-российскую. С точки зрения потенциальных угроз. Вот точно так же совершенно. Вот. Лучше, знаете, перебдеть. А можем ли мы говорить о том, что сегодня Путин полностью поглотил Беларусь? И де-факто ее он уже инкорпорировал? Нет, пока нет. Пока нет. Пока нет. Александр Григорьевич сопротивляется и даже стремится показывать зубы. Дело в том, что хотя, понимаете, с одной стороны, Лукашенко некуда деваться, потому что если его Путин не будет поддерживать, его там подвесят за ноги на воротах его резиденции. И, в общем, понятно, что будет. Ничего лучше трибунала его, конечно, не ждет. Это понятно, да? Вот. Но, с другой стороны, и Путин оказался в ловушке. Потому что, понимаете, что дело? Если Путин отворачивается от Лукашенко, если он ему говорит, знаешь, Саша, достал ты меня, все, хватит, все, давай сам. Умных людей не слушаешь, делай как хочешь. Да? Допустим, да? После этого Лукашенко проигрывает. Что значит Лукашенко проигрывает? Значит, выигрывает народ Беларуси. Побеждает белорусская революция. А это то, с чем Путин примириться не может, потому что следующим падением будет падение его режима. Вот. Поэтому они вот в такой взаимной ловушке оказались. И Лукашенко, он очень хитрый человек, Он великолепно этим пользуется. Вот. Он не стал частью России. Нет, не стал пока. Но, учитывая реакцию Запада, Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки по отношению к Лукашенко, и если мы посмотрим на те враждебные заявления со стороны Александра Лукашенко против Запада, то можно, в принципе, сделать вывод, что у него не осталось никакого пути, кроме как России. У него только один билет в один российский конец. Или же все же нет? Он сможет, думаете, помириться еще с Западом? Помириться с Западом будет, конечно, сложно, хотя я думаю, что если он вдруг начнет выступать против Путина, да, то Запад опять, как это уже было, между прочим, станет ему всякие ковришки давать и с ним заигрывать. Понимаете, ведь
Слушайте, конечно, там, я не знаю, Евросоюз мне нравится значительно больше, чем руководство Российской Федерации. Но идеализировать их не надо. И у них, в конце концов, свои там интересы, они достаточно циничны. Вот. Но главное у Лукашенко вот что. Я думаю, что он уже не рассчитывает помириться с Западом, но он рассчитывает держать такое вот динамическое равновесие с Россией. То есть как бы и доить Россию постоянно. Это вообще, конечно, просто полный цирк. Он приезжает сюда каждый раз, уезжает, значит, с большим чемоданом денег. Да? Вот. Значит, и доить Россию, но и сохранять такую как бы независимость. Я думаю, что Лукашенко понимает, что Путину некуда деваться. Путин, при всей неприязни к нему, я думаю, что Владимир Владимирович Путин испытывает глубокую неприязнь к Александру Григорьевичу. Глубокую неприязнь, личную. Вот. Но при всей неприязни Путина к Лукашенко, ему некуда деваться, он не может перестать его поддерживать. И он вынужден, Путин вынужден терпеть его все хулиганства, его идиотские заявления и все прочее, его действия, типа там, я не знаю, то, что он выкрал корреспондента «Комсомольской правды» в Москве. Да, вообще, можете себе представить, да, из столицы великой державы, члена Совета Безопасности там, и так далее, какие-то белорусские бандиты выкрадывают человека, выкрадывают и вывозят к себе в Минск. Вот. Это вот какая страна может это терпеть? Да? Вот, по-моему, просто никакая. Вы знаете, что когда Лукашенко много лет назад при Борисе Николаевиче Ельцине арестовал Павла Шеремета, ну вот, который потом жил у вас, который погиб, к сожалению, великолепный был человек. Вот. Павел Шеремет, между прочим, был белорусский гражданин, но работал у нас. Да? И вот Лукашенко арестовал Павла Шеремета. Борис Николаевич Ельцин запретил самолету Лукашенко приземляться в России. Лукашенко собирался ехать в Липецк. И было распоряжение Ельцина запретить, пока не освободил. Лукашенко быстро пришел в разум и освободил, понимаете? Но тогда у нас был президент и было национальное достоинство. Сейчас как-то с этим сложно. Но ведь, с другой стороны, если Лукашенко для Путина такой ненавистный человек... Я вас не слышу. Алло, да, сейчас слышите? Алло. 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 Я вас не слышу, что случилось со связью. А сейчас, да, видимо, у нас какие-то технические неполадки, которые мы попробуем сейчас исправить. Алло, слышите? Вот сейчас совсем все пропало. Алло. Гульсум пропал совсем. Да, Алло. Угу. Сейчас наши звуковые режиссеры попробуют исправить. Послушайте, я, конечно, попробую сейчас включить наушники, но только что все было хорошо слышно, а сейчас не слышно ничего. Давайте попробуем. Вот я не знаю, что это значит. Я очень хорошо слышу. Эти игры связи. Но, к сожалению, я так понимаю, он меня не слышит. Леонид Яковлевич, слышите? Сейчас слышно, да. Да, прекрасно. Вы подключили гарнитуру, я так понимаю. Ага, нет. 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 Леонид Яковлевич, видимо, были какие-то технические неполадки. Леонид Яковлевич, тем не менее, если мы говорим о том, что Александр Лукашенко такой ненавистный человек для Путина, почему бы не сделать так и не поставить в руководство того же лидера оппозиции, того же Бабарыка, который, в принципе, не прочь соединяться с Россией, с Путиным и так далее? Или же Путин просто боится победы протеста? Гульсум, я не знаю, что собой представляет Бабарыка. Вот. Не знаю. Не исключаю того, что он вполне себе, так сказать, был бы карманный, удобный президент. Но так сложилось, что сегодня Бабарыка один из символов, ну, не такой, конечно, силы, как Тихановская и Мария Колесникова, да, но все-таки один из символов белорусской революции. Он все-таки сидел в тюрьме, он и сидит в тюрьме, он все-таки пытался баллотироваться и так далее. Да? И поэтому поставить Бабарыка значит признать победу белорусской революции. Победа белорусской революции означает немедленно, ну, может, не немедленно, но очень быстро подъем протестного движения у нас. Понимаете? Это будет такой пример для нас, да? Такой пример для наших элит, что режим может рухнуть в одночасье, да? Что у нас начнется тут просто полная паника, катастрофа. Путин не может на это пойти. Он мог бы поставить, как мне казалось, вот еще где-то несколько месяцев назад, мне казалось, что Путин может сделать вот что он может поставить вместо Лукашенко какого-то человека из его же окружения, ну, такого незасвеченного, незамазанного, какого-то такого технократа тихого, да, спокойного, незаметного, вот, и так далее. Но, понимаете, этот незаметный технократ будет временной фигурой, он должен будет провести подготовку к выборам. Вот у нас совершенно очевидно, да, а это опять победа белорусского народа, да, то, на что не может пойти Путин. Он в тупике, Путин в тупике, как он с вами, между прочим, в тупике,
Вот. Так он и с Беларусью в тупике. Ну, вообще он везде в тупике, мне так кажется. Вот. Мы с вами еще говорили, начинали нашу беседу с Донбасса. Я упоминала паспортизацию жителей Ордло и участие их на выборах в Госдуму. И здесь тоже такой вопрос. Как вы думаете, вот эта политика паспортизации со стороны Путина жителей Ордло говорит ли о его каких-то стратегических планах в виде аннексии, аншлюса Донбасса? Возможно, не сейчас, но в долгосрочной перспективе. Ну, я думаю, что они это делают скорее на всякий случай. Знаете, вот это не то, что прям сегодняшняя подготовка, но а вдруг понадобится. Я хочу вам напомнить, что российские паспорта жителям Абхазии стали раздавать еще в 90-е годы. В 90-е годы, еще при Ельцине, как это не печально признавать, но еще при Ельцине стали раздавать российские паспорта. Это делается, я думаю, что это делается на всякий случай. А вот пусть будет. Может пригодиться еще когда-нибудь, да? Вот. Мне кажется, что аннексия Донбасса не в интересах Владимира Путина сейчас. Потому что аннексия Донбасса будет означать в каком-то смысле снижение уровня напряженности на Украине. В Украине, простите. Вот. Мы всю жизнь говорили поэтому я иногда оговариваюсь. Вот. Значит, снижение напряженности в Украине. Потому что, понимаете, ну, если там будет граница, если там будет вообще все, ну вот как будто бы это другое государство, да, то у Украины будет, как мне кажется, на некоторое время немножко меньше головной боли, чем сейчас. Путину же выгодно сохранять вот эту напряженность. Поэтому я думаю, что аннексии Донбасса не будет. Эскалация возможна, а аннексия не в интересах нашего режима, мне кажется. Еще один важнейший вопрос, который я хочу успеть с вами обсудить. Вопрос Крымской платформы. Вы знаете, что инаугурационный саммит Крымской платформы прошел 23 октября. Затем последовала реакция России в виде очередной волны репрессий на территории Крыма. Был задержан первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял и еще несколько крымско-татарских наших соотечественников, которых обвинили абсолютно в абсурдные обвинения, предъявили диверсии, какой-то там подрыв газопровода, которого в принципе-то и не было. Как вы думаете, неужели Крымская платформа так серьезно разозлила непосредственно Путина? И насколько она может быть эффективной? Ну, во-первых, я хочу выразить солидарность с господином Джилялом и его товарищами, пожелать им стойкости, мужества и удачи вот в этой тяжелой ситуации, чтобы их хранил Бог. Вот. Что касается Владимира Владимировича, то, конечно, разозлил. Конечно, разозлил. Ну, что это демонстрация такой солидарности мира с Украиной и с Крымом. Да, демонстрация того, что вот, да, вот ты вот все делаешь, а тебя никто не... Знаете, в 1969 году, после Пражской весны, после того, как, ну, после подавления Пражской весны Советским Союзом, да, был чемпионат мира по хоккею. И там команда Чехословакии выиграла у советской команды. И чешские болельщики вывешивали плакаты на трибунах: «Здесь вам танки не помогут». Это было очень убедительно, на самом деле. «Здесь вам танки не помогут» на хоккейном поле. Да? Так вот, Крымская платформа тоже говорит: вам танки не помогут, ребята. Вам танки не помогут, вас все равно не признают. Вы все равно узурпаторы, все равно захватчики, все равно грабители там и так далее. Да? Поэтому, конечно, они злятся очень сильно. И, может быть, вы правы, что репрессии против господина Джиляла и его товарищей вот, связаны именно с этим. Но может ли Крымская платформа изменить реальную политику в Крыму? Нет, не может. Нет, не может. Пока у власти в России Владимир Владимирович Путин, никаких подвижек, по крайней мере, позитивных подвижек в Крыму не будет. А есть ли вообще сегодня какая-то сила, которая могла бы вернуть Россию Путина в международное правовое поле? Ведь так можно долго сидеть у реки и ждать, пока проплывет труп твоего врага. Вы знаете, я думаю, что ждать не так долго, потому что мне кажется, что режим Владимира Владимировича Путина абсолютно исчерпал все ресурсы, которые у него были. Ну, может, не все, но многие. Да? И прежде всего, у него нет
уважения, у него нет человеческой поддержки, с ним люди не связывают свои надежды, свои какие-то радости. Единственное, что, понимаете, эти люди, которые поддерживают Владимира Владимировича и его систему в нашей стране, они, конечно, есть, они скорее поддерживают по негативным причинам. Они говорят, без Путина будет еще хуже, без Путина все развалится, а кто еще, кроме того, никого нету, видите, вообще одни клоуны там, и так далее. Да? Но нет людей, которые, ну или почти нет людей, которые надеются на то, что Владимир Владимирович может сделать нашу жизнь лучше. Вот, понимаете, когда люди голосовали за, допустим, за Трампа, да, в 2020 году, то... Нет, В 16-м. Да, то кто-то из них голосовал, потому что ему была очень неприятна Хиллари Клинтон. Ну, это так всегда бывает, на самом деле. Кто-то голосовал за Зеленского, потому что его раздражал Порошенко, да, понятное дело. Но кто-то голосовал за Трампа, потому что он make America great again. Кто-то голосовал за Зеленского, потому что Зеленский решит проблемы, там, сделает Украину великой. Там, я не знаю, что, за что голосовали, вы голосовали, а не я. Вот. Но за что-то позитивное. У нас за позитивно давно не голосуют, потому что позитивно никто не верит. Мне кажется, что наш режим исчерпал свой резерв, свой ресурс. Мне кажется, что он уже не первый год пребывает в состоянии агонии. Эта агония может быть достаточно долгой на самом деле. Да? Ну, как долго может жить очень старый человек при современной медицине. Очень старый человек, он живет уже где-то в Австралии, он уже не двигается, он уже что-то, ну, как бы физиологически он еще жив. Да? Вот. Это может какое-то время продолжаться. Вот мне кажется, что наш режим примерно такой. Это агония. Вот, кстати, есть такая точка зрения, чуть-чуть, возможно, конспирологическая, но, тем не менее, ее артикулируют довольно авторитетные аналитики. А говорят они о том, что Соединенные Штаты Америки специально ушли из Афганистана, оставив там такое огромное количество оружия, по сути, Талибану. Они создали огромную проблему для Средней и Центральной Азии, а то есть для России, и, собственно, создали огромную проблему намеренно для Китая, учитывая мусульманский уйгурский регион. Это так, на ваш взгляд? Вы знаете, то, что проблема есть для нас и для Китая, ну, это очевидно совершенно, очень серьезная, да? Но я не думаю, чтобы американцы делали это специально. Я вообще не верю в такие, знаете, сложные схемы. Вот это слишком, как в том анекдоте, слишком сложно для цирка. Понимаете, вот это не верю я в такие сложности. То, что проблемы будут, да, будут. Но то, что это специально сделано, нет, не верю, ни на секунду. Они делали это по своим соображениям. Прежде всего потому, что они не могли там справиться, надо было уходить. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время и подключились к нам в эфир. Леонид Гозман, российский политический деятель и оппозиционер, был с нами на прямой.